Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Президент Аслан Бжаня встретился с представителями Совета старейшин Абхазии. Обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране и планы по социально-экономическому развитию республики. Как отметил Аслан Бжаня, в Абхазии всегда прислушивались к мнению старших. Опыт и мудрость старейшин должны быть востребованы и учтены в решении важных государственных вопросов, подчеркнул президент. Во встрече также принял участие заместитель руководителя администрации президента Зураб Каджая. На днях в социальных сетях Абхазии появились списки ветеранов, требующих отставки президента республики Аслана Бжаня. Однако, как выяснилось позже, многие из упомянутых в этом документе ветеранов даже не знают о существовании списков. Кто является их автором и как создавался этот документ, эти вопросы пока остаются открытыми. Послушаем мнение ветеранов. Репортаж Гугу Цивардания. В списке ветеранов, якобы требующих отставки президента, более 200 подписей. Однако после его обнародования в социальных сетях многие ветераны говорят, что ничего не подписывали и не понимают, как их фамилии оказались в этом списке. Также все это время в нашу редакцию поступают звонки от родственников ветеранов, якобы подписавших заявление. Кто составлял этот список и как собирались подписи, неизвестно. Зындзас какая шизымдыру шишла сеянырцит усума. 65 лет солгец хучкванге чишкера сухобдо езыста хуйсара хюткар ямхра са шусяло захайте не хвастам кван я никогда айзгвин уйза схатат шизым никогда в жизни. Абасипша ветеранша из физируи потущу курцозер шереш на пахя нышем цаква и нышцет хабриш шхынзи шина зузерзым дырдзоз. Шарубар шху стархин сообщили харта сама убраться на газар а ты шпидим колорс а берт еху наш ва проверка азами ну цикду салаги вам никогда на вы на юкату пихкату жия айзерам. Подписанных тупусом машилась. Алаша мама барип хозакуя риза хани асмта сервиза а хоть посасит папа я ауте говоря астек изрзов хоть коробясыз бара Шгу пыжимжен агобзера шоуа циграпхедзинаргылан шгу пыжимжен Абоница стала в Жюпсанал, взявши абоница стал спасибо. Вообще, как через время хакет сухой геза, их хахтиам сидел шерм. нас шера адыра шимтаква шнапаца жвиш швихарцама абхера. Ты бы сихот витали, на пану бихансиет. Ярус ихо абхера шапхехома заявление хизишто. أنا سراب أنا بني سقم في خاصة شاسة خاب تسوق سايجي سبب شيء بخجت أو تدرنا بني شاس بوسيخ أنيماتي كونسان وأبشر كي تدرنا من فيتالي بوجدا دكتور حالا جاي أحسن كان حزيبة شوية حجم ستة خير كده تسلو كامل كذي بقى أنا بزاف يعني أبشر كي تدرنا بتيمار يصدروا زي كي سوي سوق ساعات زميزة أفوقسك هتوزع تاس يكون فورم روسنا عطوب عليه مزكزنيو سنت كلا حزاء عطوب حزيبة شوية زي شو تقدر تفسير خضرة بتي سكوس الدرهم سنة مش يجيبونا زوم تبكي تخضرة أبيش يكون دمنا ساعة بس حول بيا بيشيل ماتيف سما زرامي صفاني سما زرامي صفاني تقصى من نسبة بيز دروي что сказать уйти وإذا دين ستة ده تعرف ستة واجد تخزام وجبت تامي الغاز في يتخزام كده تشوفه هي حياة حالته بس بسير خصوص ده عز شقات خصوص ده صدق كنت فيزق نحات من نحات سيخزا بيخزا يزيحه السبب سكاي говорит. Но точно известно, что документ представили накануне на пресс-конференции 4 человека. Это ветераны Гарри Саманба, Виталий Тарна, Галик Бгеу и Тимур Кучуберия. Кстати, на эту встречу с журналистами почему-то не пригласили абхазское телевидение. Но оставим это на совести организаторов этого мероприятия. Члены политической партии Амцахара выразили свою позицию и по этому поводу. Их вчерашнее выступление, как до сих пор считают себя нашими однопартийцами. Несмотря на те заявления, когда они уходили, какие-то претензии. Он руководил партией Амцахара на протяжении 10 лет. Когда он приступал к этим обязанностям, Гарик Саманба, она была общественная организация. У него, если память не изменяет, он знает, кто его организовал, с кем он пришел с первого дня в эту организацию. И кого нету в живых, ему напоминать их имена мне не нужно, но
ради ихней памяти я еще раз, Сергей Платонович Дбар, Гарри Айба Григорьевич, Ака Арзенба, Солобий Зосимович, Заган Джугелия и еще так далее, которых в живых нету. Владимир Еминович, Начач, Варт, организации Пырцез, Харт, и здесь много, около 10 человек, которые остались с момента организации. И он сейчас, уйдя с заявлением официальным, что он не согласен с политикой нашей партии и критикует сегодня, это нам тяжело об этом говорить. Мы делаем по этому вопросу официальное заявление. Будет передано на телевидение. Адресовано будет им двоим. Виталию Григорьевичу Тарнава и Гарри Харитоновичу Саманба. В этом заявлении будет отражено мнение всех членов президиума. И мы будем ставить на предстоящем съезде вопрос о том, об исключении их из партии. И мы вот здесь все уверены, что на съезде все единогласно поддерживают. Если так не будет, я сам официально уйду с этой партии. И потому что я провинился, я ошибался. Этот человек не способен признать свои ошибки, пока ему не скажут его же однопартийцы, за что он ушел отсюда. Ему будет стыдно. Второй вопрос. Мы осуждаем действия некоторых общественных организаций. Осуждаем, и мы будем поддерживать линию президента и руководства Абхазии. Если кто-то захочет незаконным путем что-то предпринять, чтобы дестабилизировать обстановку, наша партия, вот в лице вот этого состава, и у нас очень много поддерживающих в каждом районе, и они все завтра будут здесь, в столице Абхазии. Мы покажем всему миру, что мы поддерживаем линию руководства Абхазии. Ветераны Отечественной войны народы Абхазии выражают обеспокоенность общественно-политической ситуацией в стране. Никаких перемен не надо сегодня. Никакой смены власти тоже не надо. Народ выбрал президента, мы ему доверяем, и он должен вести до конца своего срока, который отпущен ему Конституцией и Всевышним, он должен до конца это все доработать. Я единственное согласен подписантами этого обращения в том, что нужен диалог. Диалог власти и оппозиции. Я с этим согласен. У меня нет таких сведений, что власть отказалась от диалога. С 2004 года мы боремся сами с собой. То есть с ветряными мельницами в своем развитии как бы отступаем из-за того, что у нас нет стабильности. Я полагаю, наоборот, нам нужна стабильность. Сегодня я просто не вижу причин, чему бы он не соответствовал, не выходил бы на диалог или сделал такую грубейшую, скажем, ошибку, которая бы, допустим, сыграла на уменьшение суверенитета или чего-то там, нарушил бы нашу Конституцию грубо. Я просто не знаю этих фактов. Мы считаем, что преждевременно говорить об этом. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 11 марта в Сухуми пройдет очередной съезд общественной ветеранской организации «Аруа». Руководители правоохранительных органов выразили надежду на то, что он пройдет в строгом соответствии с законодательством Абхазии, а также заявили о готовности в случае необходимости обеспечить в стране правопорядок. Уважаемые граждане, от лица прокуратуры республики, которая осуществляет надзор за соблюдением Конституции, обеспечением исполнения действующего законодательства, защиты прав наших граждан, обращаюсь к нашей общественности, представителям оппозиционных сил, участникам предстоящего съезда общественной организации «Аруа», которая состоится 11 марта 2021 года в городе Сухум. Во избежание эксцессов и других последствий, которые могут привести к непоправимым последствиям, не выходить за рамки правового поля, соблюдать спокойствие и правопорядок, так как единственным гарантом стабильности нашей государственности является ее народ и действующее законодательство. МВД Республики Абхазия выражает надежду о том, что съезд ветеранов Отечественной войны народа Абхазии пройдет в мирном, цивилизованном русле, в строгом соответствии с правовыми нормами Республики Абхазия. Министерство внутренних дел, в свою очередь, готово обеспечить полностью общественную безопасность и общественный правопорядок в стране.
Выражаем надежду, что наши граждане не будут поддаваться ни на какие провокации. Мы уверены, что все пройдет в законном русле, в строгом соответствии с законом Республики Абхазия. Уверен в том, что участники съезда будут действовать в соответствии с законом. Личный состав Службы государственной безопасности готов к выполнению любой задачи по защите основ конституционного строя страны, а также обеспечению безопасности нашего государства. 10 марта в здании дополнительного офиса Амробанка в Сухуми произошло ограбление. Телефонное сообщение о нападении поступило в дежурную часть УВД по городу Сухум в 12 часов 24 минуты от службы охраны банка. Выездом оперативно-следственной группы установлено, что нападение на отделение Амробанка совершили 4 вооруженных лиц в масках, которые завладели денежными средствами. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy за госномерными знаками А685 ООО. Пострадавших в перестрелке нет. Позже автомобиль злоумышленников был обнаружен горящим по улице 4-й Армейский проезд. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются. По данному факту собран соответствующий материал и направлен в следственный отдел УВД по городу Сухум для принятия процессуального решения. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 253 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 37 человек. В тяжелом состоянии 11 пациентов. В Сухумской инфекционной больнице 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачамчирской ЦРБ 6, в Ткварчалской ЦРБ 3, в Гагрской ЦРБ 9 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 011 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12 410 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В республике продолжаются проверки общеобразовательных учреждений на предмет соблюдения санитарных норм. Вице-премьер Сергей Пустовалов ознакомился с условиями работы и организации учебного процесса в Гулрыбжской средней школе имени Даура Бигвава. Репортаж Шазины Ханагуа. В Гулрыбжской средней школе имени Даура Бигвава обучаются 484 ученика. Из них в начальной школе 184. При входе в учреждение у всех без исключения проверяют температуру. Вице-премьер Сергей Пустовалов зашел в несколько классов и проверил, как соблюдаются предписанные санитарные нормы. Всего 26 человек, но у нас веерное посещение, они периодически сменяются. И в классе присутствует систематически 17 человек. 17 человек. В школе обучение проходит в 2 смены с понедельника по субботу. В первой смене занимаются учащиеся начальной школы, во второй – старшеклассники. Соблюдается шахматообразная рассадка. За каждой партой по одному ученику. В каждом классе имеются антисептики. 2 крупные школы, да, вот Гулрыбжская и Дранская. Есть классы достаточно крупные, где до 20 человек. Есть. Где больше 20 мы применяем веерное посещение учащихся, то есть часть учащихся находится на самостоятельном в течение, допустим, недели. Потом другая часть идет на самостоятельное обучение под контролем педагогов, естественно, получают домашние задания. Качество учебного процесса не пострадает от этого? Конечно, пострадает немного, но это вынужденная мера. Мебели нам не хватает тоже для того, чтобы детей отдельно каждого за парту. Все ваши какие-то просьбы и проблемные вопросы, конечно, будут переданы. И я думаю, что какая-то реакция по мере возможностей, несомненно, будет. Как отметили учителя, весь карантин они проводили онлайн-уроки. Однако, по их мнению, это не дало эффективных результатов. Если говорить об учениках, то они рады возобновлению учебного процесса. Писали много упражнений, занимались по математике, решали уравнения, задачи, читали много всяких сказок. По школе ты соскучилась? Конечно, очень. Я очень ждала, чтобы школу открыли. Я рад очень сильно, что школа началась. А то очень сложно так, когда дома сидишь.
Буфет в школе не работает, дети приносят еду из дома. Сергей Пустовалов заглянул и в учительскую. По словам директора Гулрыбшской средней школы Эллы Пипи, в их коллективе 9 педагогов старше 60 лет. Все они работают, несмотря на то, что входят в группу риска. Во избежание распространения коронавирусной инфекции здесь стараются соблюдать все меры безопасности. Мы им предложили, что если вы переживаете, можете остаться, но каждую свою профессию, наверное, любит. И сказали, мы не можем дома сидеть, у нас есть желание работать, и вот так и работают. В завершении инспекции вице-премьер Сергей Пустовалов подвел ее итоги. Посещение школ предписано всем членам правительства поручением президента Республики Абхазия. И в соответствии с этим поручением мы не только проверяем наличие определенных параметров, которые позволяют предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, но и рассматриваем те проблемы и основные просьбы, которые высказывают директора школ и образовательных учреждений. В данной школе мы видим, что коллектив во главе с директором принимают все меры для того, чтобы обезопасить детей от заражения и педагогов. Учебный процесс идет, дети стараются, учителя стараются, родители с пониманием относятся ко всем мероприятиям, проводимым администрацией школ. В последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике идет на спад. Чтобы сохранить эту тенденцию, Сергей Пустовалов призвал с ответственностью относиться к предписаниям СЭС и соблюдать все меры безопасности. Шазина Ханагуа, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Сухумский офис детского фонда ООН и ЮНИСЕФ передал для всех школ Абхазии 350 бесконтактных гигиенических станций для дезинфекции рук. Данные модели станций полностью автоматизированы и будут располагаться у входа в школу, что позволит учащимся безопасно продезинфицировать руки перед посещением образовательного учреждения. Ранее ЮНИСЕФ предоставил всем школам Абхазии комплекты гигиенических наборов, куда вошли дезинфицирующие средства, диспенсеры, антисептик для рук, антибактериальное жидкое мыло, бесконтактные термометры. В мае текущего года в республике пройдет туристический форум «Абхазия. Страна души». Об этом стало известно на встрече министра туризма Абхазии Тимураза Хишеба с председателем общественного совета при Российском федеральном агентстве по туризму «Рустуризм» Дмитрием Давыденко и директором департамента по работе с регионами издательского дома «Аргументы и факты» Виталием Непомнящим. Участие в форуме примут более 200 российских журналистов, крупнейших операторов и страховщиков. По прогнозам Дмитрия Давыденко, Абхазию в этом году может посетить 1,5 миллиона туристов. В свою очередь, министр туризма Тимураз Хишба выразил надежду, что этот год повлияет на всю туриндустрию страны самым положительным образом. Сегодня уже есть договоренность с институтом имени Грибоедова и с Российским государственным институтом туризма и сервиса о помощи в обучении наших кадров, добавил министр, приветствуя гостей. Надеюсь, мы в таком рабочем режиме вместе обсудим все насущные вопросы, те планы, которые у нас есть, которые мы реализуем вместе. Но прежде всего хотел бы вас поприветствовать. Мы рады вам в Абхазии, мы рады вам в Министерстве туризма Республики Абхазия. Мы считаем вас нашим другом Абхазии. И я очень рад, что вы нашли сегодня время и прибыли в Абхазию. И я надеюсь, что этот курортный сезон мы проведем достойно. И что касается министерства, мы сделаем все возможное, чтобы провести его на высоком уровне. На мой взгляд, мы должны понимать, что сегодня, учитывая закрытость границ, в Абхазию едет другой турист. Это качественно другой турист. Мы должны осознавать это, отдавать себе отчет. И я думаю, что этот год повлияет на всю туриндустрию Абхазии самым положительным образом. В мае мы планируем провести в Абхазии большой туристический форум под названием «Абхазия. Страна души» с участием более чем 200 человек российских журналистов, с участием крупнейших туроператоров, страховщиков. И мы надеемся, что Абхазия сможет
показать участникам форума все свои преимущества для того, чтобы российские туристы ее посещали постоянно. Интересный продукт для туристов называется «Гастрономические выходные в Абхазии», которые включают в себя посещение Абхазии на выходные дни, не только в летний сезон, но и в зимний сезон. Самое главное, что позволит наполнить туристами гостиницы в зимний и осенний период. Плюс также планируется провести осенью винный фестиваль в течение, ориентировочно в течение недели. И этот фестиваль планируется, что он будет постоянным, то есть ежегодным. Мы обсудили много вопросов нашего потенциального сотрудничества. И сейчас я здесь, чтобы детализировать все нюансы нашего действительно крупнейшего, я считаю, международного форума, который состоится в мае. В середине мая, скорее всего, даты мы сейчас согласовываем, где на самом деле будет более 200 человек только из России, медиасообщества со всех регионов Российской Федерации, от Калининграда до Дальнего Востока. Предполагаю, что и медиасообщество Абхазии будет представлено широко на этом форуме, потому что это не только туризм, о чем сказал Дмитрий Викторович, это еще и всевозможные этапы развития и сайта, и газеты, и не только в России, но и на территории Абхазии. Поэтому я думаю, что нам будет о чем поговорить, обменяться опытом. По данным Всемирной туристской организации, в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%. Каждая третья страна сейчас закрыта для международного туризма. Открыты для поездок лишь 5 государств. На начало февраля из 217 стран в мире 69 не принимают иностранных туристов. При этом в половине из них границы закрыты уже на протяжении 10 месяцев. Границы еще 73 стран закрыты частично. Тесты или прохождение карантина требуют 70 государств. Что касается Абхазии, то исполнение доходной части государственного бюджета страны напрямую зависит от поступления налогов от деятельности в туристической сфере. Поэтому уже сейчас идет активная подготовка к летнему курортному сезону. Репортаж Али Китрапш. По данным Всемирной туристской организации, только 2% стран пускают туристов без каких-либо ограничений. Это 5 стран – Албания, Доминиканская республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. Многие страны подтолкнуло на ужесточение антиковидных мер появления новых штаммов коронавируса. В связи с пандемией и принятых странами ограничений в 2020 году международный туристический поток сократился на 1 миллиард поездок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма. Безусловно, кризис не мог не коснуться и Абхазии. Так, в прошлом году границу открыли только в августе, и был неполный сезон. А в 2021 году Абхазия ожидает рост туристического потока и хорошего сезона. На территории республики туристы могут попасть в Российской Федерации. При этом, по информации Министерства туризма, ограничений на въезд гражданам на отдых нет. Со стороны Абхазии никаких препятствий нет. У нас выдаются визы для граждан Украины, то есть Украины, проживающих, имеющих прописку в Донецкой или Луганской Народной Республике, также для граждан Луганска и ДНР. То есть для них въезд свободен, то есть по визе, и также для граждан России. Это основной сегмент, который охватывает как раз сферу туризма Абхазии. Для европейских стран у нас, опять же, ограничений нет, но есть ограничения со стороны Российской Федерации. Исходя из этих ограничений, они не смогут въехать в Россию, чтобы к нам попасть, или же с Абхазии попасть обратно, вернуться через Россию к себе на родину. Безусловно, туристическая сфера приносит большие средства в бюджет страны. Уже сейчас идет активная подготовка к летнему курортному сезону. Динамика бронирования номеров в отелях высокая. Кроме того, посещение туристических объектов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года намного выше. К примеру, Рязанский национальный реликтовый парк на 1 марта уже посетило 32 тысячи туристов, что в 2 раза превышает показатели прошлого года. В нынешнем году Абхазия ожидает приезда более 1 миллиона туристов. По нашим данным, по нашим наблюдениям, в этом году будет очень положительный сезон, то есть показатели будут значительно превышать все предыдущие года. Этому способствует закрытие границ России с странами Европы и рядом стран Азии. И весь турпоток, который раньше, допустим,
был направлен в Европу, будет распределяться равномерно по России, по югу России, а также и Абхазии в том числе. Чаще всего туристы едут в Абхазию за теплым чистым морем, абхазским гостеприимством и, конечно же, чтобы насладиться уникальной природой и достопримечательностями. Стоит отметить, что с каждым годом в республике расширяется ареал туристической активности. Задействуется все больше городов и районов, открываются новые туристические маршруты. Совсем недавно стартовал новый абхазо-российский проект «Хаба-Хаба», ориентированный на туристов, которых привлекает активный вид отдыха. Над созданием проекта и его развитием работает группа российских специалистов совместно с основателем фонда «Горная Абхазия» Тенгизом Тарбо. Уже в марте запустится сайт проекта. На первоначальном этапе планируется запуск интернет-магазина, где желающие смогут приобрести экипировку для активного туризма. Мы связались с Тенгизом Тарбо, который сейчас находится в Москве по скайпу. Он рассказал об особенностях информационно-познавательного ресурса «Хаба-Хаба». Задача нашего проекта – помочь тем, кто решил заняться активным туризмом или тем, кто занимается активным туризмом уже. Соответственно, мы будем создавать все необходимые технические цифровые возможности для того, чтобы людям было проще выбрать место, куда они хотят поехать, понять для себя все сложности, с которыми они могут столкнуться, какая им экипировка нужна. И также у нас будет серия публикаций, допустим, посвященная правильному поведению, правильным правилам поведения в горах, как правильно выбрать рюкзак, как правильно собрать рюкзак, как не замерзнуть в палатке. Вот, собственно говоря, все, с чем соприкасается человек, который решил заняться активным туризмом. Авторы цифрового проекта уверены, что Хаба-Хаба станет большим подспорьем не только для самих туристов, но и для гидов, небольших турагентств, которые оказывают услуги по походам, семейному отдыху в горах. И по словам Тенгиза Тарбо, проект уже получил отклик. Я уже сделал 2 публикации от проекта у себя на страницах. И мне уже человек 20 написало из разных регионов России, мне написало несколько человек из Абхазии, именно гиды причем написали, которые хотят с нами сотрудничать. Но и не только, были очень интересные предложения, которые мы просто для себя пытаемся понять. И волонтеры из Абхазии выходили, хотят сотрудничать с проектом, и творческие какие-то группы выходят на нас с предложениями. Сейчас будем думать, как это все уместить в проект, как сделать так, чтобы каждый мог себя в нем реализовать. В выборе названия проекта авторы руководствовались тем, что он должен быть легким, созвучным в произношении и быстро запоминающимся. В переводе с языка народа суахили «хаба-хаба» означает «шаг за шагом» или «мало-помалу». Значение этого слова с суахили «хаба-хаба» — это «шаг за шагом». И это напрямую, это как бы такой основной смысл для людей, занимающихся активным туризмом, особенно восхождениями или трекингом. Шаг за шагом мы познаем этот мир. Шаг за шагом мы приближаемся к вершине горы, к вершине наших возможностей и так далее. То есть это абсолютно стыкуется с тем образом жизни, и поэтому мы подумали, что это круто, это как бы вот все случайно и не случайно, и оставили в основе. Но есть еще один маленький секрет, которым я никому не рассказывал. И еще хаба — это хаба, да, это первые 4 буквы Абхазии. Вот, так что, как вам больше нравится? Для меня это было как бы вдвойне приятно. Это было название, которое было придумано, оно было придумано случайно, но, как потом ребята сказали, конечно же, потому что ты любишь Абхазию, и поэтому так случайно у тебя и появилось название, в котором есть эти первые 4 буквы. Тенгиз Тарбо рассказал и о планах касательно успешного проекта «Горная Абхазия». Сейчас он временно приостановлен из-за проблем со здоровьем руководителя, связанных с его профессиональной деятельностью. Однако вскоре проект продолжится. Это, видимо, эти проекты, они как-то объединятся, и ресурсы, привлекаемые проектом Хаба-Хаба, они помогут нам реализовывать наши совершенно некоммерческие исследовательские экспедиции, очень важные для Абхазии. Так что я надеюсь, что, наверное, конечно, не в этом году, но в следующем мы сделаем ряд экспедиций по горам Абхазии. Не туристических выходов, а именно исследовательские экспедиции. Таким образом, в Абхазии есть проекты, которые призваны заинтересовать туристов. Никуда не делись и наши достопримечательности, многочисленные отели и пансионаты. Есть и запросы, так что есть надежда, что нынешний туристический сезон окажется одним из самых удачных. Аля Катрапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
Сухумская избирательная комиссия продолжает регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания. На сегодняшний день зарегистрировано 19 инициативных групп. Выдвижение кандидатов в депутаты собрания начинается за 40 и заканчивается за 20 дней до выборов. Избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют. Выборы в органы местного самоуправления республики назначены на 11 апреля. Навстречу жизни. Под таким названием стартовал совместный проект культурно-благотворительного фонда «Ашана» и Ассоциации инвасодействия. Проект направлен на обеспечение детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимыми средствами реабилитации. Это трости, костыли, кресла-коляски, подъемники и другие технические средства, которые позволят маломобильным гражданам Абхазии значительно улучшить качество жизни. Недавно, благодаря Алхасу Александровичу, у меня возникла идея нового проекта. Он презентовал и рассказывал о возможностях технических средств реабилитации. Возникла идея реализации совместного проекта. В чем она заключается? Значит, специалисты Ассоциации инвасодействия индивидуально подбирают необходимое для каждого ребенка техническое средство реабилитации, определяет стоимость этого средства, помогает нам заказывать у своих партнеров, а мы со своей стороны выступаем оператором по сбору средств и собираем необходимую сумму. Я думаю, что этот проект будет полезен для многих родителей и детей, особенно для семей, которые не могут самостоятельно себе позволить приобрести такое средство и облегчить жизнедеятельность своего ребенка. Мы предполагаем совместно отбирать, не только детей, скорее всего, детей и подростков, да, потому что до 18 лет такой диапазон у нас задан в возрасте, и это крайне важная и нужная вещь, которая серьезным образом дополняет процесс реабилитации, делает его полноценным. Это очень остро стоящая проблема, которая лишает полноценной жизни многих, в данном случае мы говорим о молодых гражданах нашей страны, которые могут учиться, могут трудиться потом, могут создавать семьи и жить полноценной жизнью. И мы не должны этих людей лишать будущего. И сегодня мы постараемся свою маленькую лепту начать вносить. Абхазский теннисист Ален Авицба стал победителем турнира ITF, который прошел 7 марта в Португалии. Об этом сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. В финале он уверенно обыграл француза Люка Пулана в 2 сетах со счетом 6-2, 6-2. С победой в престижном турнире Ален Авицба поздравил президент Абхазии Аслан Бжаня. Глава государства подчеркнул, что все жители страны с большой радостью и гордостью восприняли эту новость. Аслан Бжаня отметил, что в Абхазии с огромным интересом следят за успехами спортсмена, радуются каждой его победе, воспринимая их как победу нашей Родины. Президент пожелал Алену Авицба удачи и дальнейших свершений. Государственный музей боевой славы имени Арзенба и Департамент по делам молодежи и спорта при администрации города Сухум при содействии администрации Сухума и Сухумского района 14 марта проводится историко-патриотическую акцию памяти дорогами героев стезей славы, посвященную годовщине мартовской наступательной операции. В рамках мероприятия запланировано посещение могилы первого президента Владислава Арзенба и мест боевой славы, расположенных вдоль линии реки Гумиста, где в марте 1993 года было предпринято очередное наступление с целью освобождения города Сухум от оккупационных войск Госсовета Грузии. Организаторы приглашают ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и всех желающих принять участие в акции. Общий сбор состоится 14 марта с 9:30 до 10 часов утра в селе Нижняя Шера на площадке перед входом в мемориальный комплекс Владислава Арзенба. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 11 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ближе к вечеру возможен дождь. В горах и предгорьях снег. Температура воздуха ночью +2, +7. Днем +7, 12. Температура морской воды +9.
Ацухтанпи амшкурзы апсны имя пысва. Ауажлара политика пхтысква актынчымра рыстшырнагойт. Атышын палари азинпхюнт карирапзара ядгыло хауажлар. Апсны ахада хихала пхетарат царц гупюк айбашра ветеранша сиеку рейзгара ахапширгарс агунамзара арнатейт. Апсны жларджиштот башра ветеранша. Хтулачи еще куглаза таглазаща и намадена, а политика партия амцахара, а президиум апхера аднакалейт. Уаха хишазгуатуи партия президиум амцахара ала хулача Гарри Саманба Виталий Тарнай, а пресс-конференция чиехарца захам такое Ира Куцбой. Акутара гирыдыркалет ехала на иху амцахара айзера дуача урта виджиге а партия ханпи ралгараса. Амцахара президиум язгуанатует атулача тышын палари социал-экономикат чьяри. А уажларат шарта дарирзы имя пурго усура и шатгало. Ерубас ахуй игирт район кургны имя пысы тайбашира ветеранша рейпалараква. Шахоп ширц ишуда галой тур тайпалар кургонпи анзам таква.